Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто будет добиваться вас? Давайте посмотрим, заглянем в ваше будущее и узнаем, что за мужчина будет вас добиваться. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть вам откроется вся правда о мужчине и о том, как все это будет происходить. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе, треугольник показывают. Одна женщина и два мужчины. Причем мужчины такие, ох, я вам скажу, будет жарко. Треугольник. Женщина и два мужчины. Один справа, другой слева. И вы знаете, тот, который слева, поинтереснее выглядит. Тот, кто слева, это прям какой-то лев. Еще над ним, смотрите, какая корона. А тот, кто справа, на какого-то козлика похож. Может быть, овен. Мужчина овен. Либо козерог. Ну, явно с таким брутальным характером и с горячим характером. У кого-то из девчонок отыграется, что мужчина из будущего и мужчина из прошлого. А у кого-то вот мужчина уже знакомый и мужчина, с кем вам еще предстоит познакомиться. Сразу два мужчины. Так что, девочки, у вас будет выбор. Да? Будете мужиками крутить, вертеть. Интересно, конечно, интересно. Я хочу взять карты, сразу хочу посмотреть, зачем высшие силы создадут эту ситуацию любовного треугольника. С какой целью? Почему именно так? Почему это именно с вами произойдет? Да, это любовный треугольник, и у вас так все запутано, все как-то переплетется. Будут даже драматические события. Не только веселые, да, не только забавные, но и драматические. Хочу посмотреть, почему так. Почему так? Ну, во-первых, вам замуж пора. Это первое, да, что приходит по этим картам. А второе — это то, что вы должны действительно выбрать, но выбрать не только сердцем, но и умом. Да? Вот, не ставят вас перед фактом, что вот он твой суженый. Да? Вам дают выбор. Вот смотри, да, ты через этот треугольник пройдешь и выберешь в этом треугольнике именно себя и свое будущее счастье. Вот явно один кандидат так себе, да, а другой прям, ну, медведь, защитник. Мужчина, который полностью может изменить вашу жизнь. Это какая-то еще поучительная история, чтобы вы научились себя ценить, себя любить. Либо в отношениях выбирали не мужчину, а именно себя. Так, ну давайте начнем с вот этого то ли овна, то ли козерога. В принципе, мужчина неплохой, волевой, характерный, горячий, темперамент у него, дай Боже. В интимном плане, я так понимаю, что гигант какой-то, неутомимый любовник, да, можно так сказать. Но у мужчины явно есть какие-то не очень хорошие пристрастия, может быть, привычки, да, либо характер сам по себе такой не очень. И плюс мужчина какой-то очень, ну, горячий и азартный мне идет. Это не значит, что он лудоман. Просто вот он такой, знаете, там спорить может, там со всеми махаться, драться, там, не знаю, конкурировать может. Этот мужчина, да, доминант, причем яркий доминант, и он всегда в отношениях будет доминировать. Мужчина по тройке заходит, но опять же, либо у вас уже были отношения, либо сейчас у вас отношения, либо вы просто знакомы по тройке. То есть не какой-то чужой человек, да, возможно, вы уже понимаете, о ком я говорю. Яркий, горячий, такой его видно, слышно, такой в тени ходить не будет. Много знакомств, много общения, со всеми поспорит, со всеми договорится, впереди планеты всей. Сначала сделаю, потом подумаю, да, потом исправлю. Ну, если получится, конечно.
Интересная личность, яркая личность, но от него какой-то прям, знаете, опасностью веет. Ну, на любителя, наверное, мужчина, на любителя, да. Очень требовательный. Вот мне еще идет такой момент. Требовательный не к себе, но к другим, да. Вот, чтобы все было так, как ему надо. На другое он не согласен. И его слово, оно же первое, оно же последнее. При этом у этого мужчины всегда ну вот риск, азарт, еще какая-то опасность. Да? Он любит это, да? Любит адреналинчик, да? Чтобы опасно еще было. Провокатор немножко этот мужчина. За ним женщины бегают. Да? Он такой прям видный. Женщины чуть ли не виснут на нем. Но он переборчивый в отношениях. Переборчивый. Вы его покорили тем, что вы очень неприступная, что вы очень такая недоступная. И что вы, ну вот, не пляшете под его дудку. Ему хочется, знаете, вот как не сломать вас, а покорить, да, чтобы вы, как и другие женщины, за ним убивались, чтобы вы послушная стали, да, вот, ну, как утвердиться, наверное, даже в какой-то степени хочется. А ну-ка, да, такую шикарную женщину в себя влюбить, ну, можно себе смело и звездочку на грудь повесить. Вот еще такое идет про него. Также я вижу, что у него какие-то семейные есть проблемы. Может быть, ну, родителей содержит, обеспечивает. Может быть, он несколько раз был женат, а у него там дети от разных женщин. Такое может быть. И у него очень много, я так понимаю, денег уходит, либо очень много обязательств есть, да? То есть тут буквально надо делить его с его семьей, с его детьми. Ну, такое, да. В принципе, если любовь, то понятно, что ничего страшного в этом нет. У него, кстати, живот больной, желудок больной. То ли гастрит, то ли колит, то ли все вместе. Может, у него язва была, либо есть. Но вот желудок больной. Может, из-за этого плохой характер. Да? Ну, если живот все время болит, то у человека будет плохой характер. Может быть, вам это подскажет что-то, да, намекнет хотя бы, кто этот мужчина. И еще я вижу, что он какую-то должность занимает, но эта должность ему не нравится. Ему хочется прям, ну, ярко блеснуть, расти, прям стать таким вот прям главным, самым важным, чтобы там в подчинении у него люди ходили, боялись, да, уважали его. Он это прям очень любит. Падок на лесть, любит, когда ему льстят. И очень не любит, когда его критикуют, либо просто указывают на его ошибки. Прям вообще из себя выходит, готов прям в драку кинуться. Из положительного, ну то, что он очень смелый, тут смелость буквально граничит с безумием, да, вот настолько смелый. И еще я вижу, что этот мужчина, вот в положительном смысле, если рассмотреть, он способен зарабатывать большие деньги. Но опять же, да, если ему немножко успокоиться, быть менее горячим, более продуманным, то он бы мог стать прям миллионером. То есть есть такая для него возможность. Но к ней еще идти надо, да, к ней еще нужно тянуться. И что мне не нравится лично, это то, что он риск любит, и то, что он такой горячий, постоянно в какие-то неприятные истории влипает. Но, с другой стороны, да, с ним весело, с ним интересно, с ним точно не соскучишься. И этот мужчина прям будет требовать от вас любви, требовать от вас, что вот только я и больше никого, требовать, чтобы вы полностью от него, наверное, даже зависели в какой-то степени. Никогда не примет того, что вы умнее его, а вы, ну, вот прям показано, что вы умнее его. Слушаться он не будет, но при этом при каждой проблеме он будет вам жаловаться, и вы должны будете его там пожалеть, я не знаю, как успокоить. Но к советам вашим он точно прислушиваться не будет. Ну, опять же, сила характера. И еще я вижу, что с этим мужчиной он прям будет за вами бегать, да, добиваться вас. Он прям проходу вам не будет давать. Вот куда бы вы ни пошли, где бы вы ни появились, он как спрут, да, давай вас вот этими своими щупальцами со всех сторон окружать и к себе подтягивать. Достаточно нагло может себя вести. Но опять же, некоторым женщинам это нравится. Ну, в принципе,
с таким мужчиной, да, не соскучишься. С таким мужчиной жизнь заиграет самыми пестрыми и яркими красками. А вот второй мужчина – это прям буквально противоположность. У него корона над головой. Может быть, он из какого-то старинного рода, да, голубая кровь. Либо наследник каких-то там очень известных людей. Да, вот у него даже черты лица будут очень аристократичными. Либо какая-то вот как национальная черта подчеркнута. Также я вижу над этим мужчиной знак удачи. Знак удачи, он родился под счастливой звездой. Но чтобы ему удачу свою раскрыть, удача его раскрывается через любовь. Да? Нужно любить и быть любимым. Вот тогда удача раскроется. И еще я вижу, что у него спокойная жизнь и характер. У него такой спокойный, покладистый, дружелюбный. Вредных привычек у него как таковых я не наблюдаю. Ну вот что-то такое, знаете, что поперек может стать. Такого нет. Сдержан, контролирует себя, не выпячивается, нет такого какого-то, да, не лезет на рожон. Мужчина занимается какой-то работой, вот знаете, где тихо, спокойно, сам с собой потихонечку работает. Может какой-то айтишник, может быть какой-то мастер, там, ремонт, починка. Может быть человек, который управляет каким-то, не знаю, компьютером, какой-то сложной системой, схемой. Работает он один, его уважают, его ценят. Мужчина, который все делает как-то, знаете, не медленно, а скорее упорядоченно. Да? У него в жизни порядок. Он этот порядок выстраивает, очень педантичный. Такой, знаете, вот если что-то не так, он не будет об этом говорить, он просто придет и сам сделает, как правильно. Там, не знаю, разбросано что-то, он придет, пособирает, аккуратненько разложит, там, да, если надо, простерню его там погладит. Вот такой вот мужчина. Душевный, сентиментальный. И у него какое-то темное прошлое. Вот темное прошлое меня смущает. В его прошлом волк показан вверх ногами. Прячет свое прошлое. Что-то в его прошлом такое было нехорошее, чего он стесняется, либо боится, как загадка какая-то, тайна в его прошлом. Сейчас я попробую посмотреть, если покажет, то покажет. Видите, волк худой вверх ногами. Одиночество, потери, ну, может быть, судимость еще по такому знаку. Что-то есть, девочки, что-то есть. Нет дыма без огня, что-то есть. Ну-ка, что в его прошлом, что он скрывает? Что он скрывает? Ну, понятно, что скрывает. Ну, трудно сказать, вы видите, да, туман все-таки вышел. Хочет похоронить свое прошлое. Ну, книга «Законы», наверное. Да, скорее всего, какая-то судимость. Ну, что-то есть, да. Как от сумы от тюрьмы не зарекайся. Может, там по малолетству что-то было, либо еще что-то было. Но что-то есть, девочки, что-то есть. У него еще какая-то отметина из этого прошлого есть. Шрам, татуировка, что-то есть. Не любит про это говорить, не любит. Он от этого бежит, он от этого закрывается. Либо ему больно об этом вспоминать, больно об этом говорить. Но что-то есть. А прошлое просто вот закрыл, замуровал. И если его спрашивать о прошлом, то он, скорее всего, будет замыкаться в себе, либо вообще уходить от разговора, может, там выбегать куда-то будет. Туманное прошлое. Ни семьи, никого рядом не вижу. Ну, может, какие-то друзья есть, да, там, приятели. Но про семью... Ну, что-то было в прошлом нехорошее, что он всеми силами пытается забыть. Этот мужчина прям семью хочет. Семью, ему нужна семья. Он прям, наверное, интуитивно чувствует, что чтобы в жизни чего-то добиться, да, нужна семья, нужна любовь, стимул нужен. Для чего мне жить? Для кого мне жить? И опять же, вот эти биологические часики ему подсказывают, что надо жениться.
что долго ты один, хватит быть как вольным этим соколом, надо жениться. И еще карты говорят, что он уже вас заприметил, да, вот как этот сокол летит над землей высоко, и у него такой зоркий глаз, да, он издалека видит, вот он уже вас заприметил, этот другой мужчина, но вы еще с ним близко не знакомы, а он уже заприметил, вы ему уже понравились очень сильно. Так, ну что, этот спокойный, ухаживать за вами будет максимально романтично, осторожно, не перегибая палку, будет подстраиваться под вас, и будет даже казаться, что он какой-то, ну, немножко не от мира сего. Мужчина не будет на вас давить. Если вот этот на вас давит, прям наседает, все, давай ответ, мы будем вместе, ты моя, я твой, все, там завтра в ЗАГС идем, то этот нет. Нет, он будет вас зеркалить, он будет под вас подстраиваться, он ни в коем случае не будет на вас наседать, он себе такого никогда не позволит. И просто будет вот рядом и будет прям всем видом и действиями доказывать, показывать, что он для вас хорошая пара. Да? Вот совершенно два разных подхода, два разных мужчины. Если выбрать этого второго, у него звезда удачи. Вот она, видите? Когда придет настоящая любовь, вот эта звезда удачи откроет ему путь. А путь у него, я вам скажу, дай Боже каждому, но не каждому дано. То есть мужчина может прям выстрелить, как ракета взлететь высоко в космос, взлететь. То есть если у него будет ради кого, для кого жить, а еще если это и по любви, то он прям мир перевернет, вверх тормашками перевернет, всего добьется. С этим мужчиной такая, знаете, тихая, спокойная жизнь, когда вы с мужчиной как за каменной стеной, да, вот прям в лепешку будет биться, никогда ни на что не пожалуется, вытерпит что угодно, вот всего добьется, там и дом купит, квартиру, и там машину, и денег насобирает, да, отложит. То есть такой вот прям хозяйственный, да, хозяйственный. Но только когда любовь придет настоящая в его жизнь, тогда звезда засветит очень ярко. Ну, а вам, девочки, придется выбирать. А еще показывают какую-то очень завистливую подругу, которая не сможет пережить то, что у вас сразу два мужчины, которая попытается одного из мужчин у вас отбить, либо попытается даже мужчин против вас настроить, либо попытается вас отговорить от хорошего мужчины, но подтолкнуть к плохому. Ну, чтобы вы понимали, да, для себя. Проявится зависть вашей подруги. Так вы можете быть идеальными подружками, хорошими подружками, но когда у вас сразу двое мужчин, а у нее 0 мужчин, вот она не сможет это пережить. Вот проявится зависть, проявится злоба, проявится негатив в вашу сторону, и, скорее всего, ну, вы расстанетесь с ней. Ну, зачем вам дружить с той, кто вам завидует? Как-то разойдутся ваши пути. Да, вы выберете мужчину, но вы потеряете подругу. А возможно, это и к лучшему. Да? Зачем вам такая подруга, которая не радуется вашему счастью, а начинает вот откровенно завидовать вашему счастью? Думайте, решайте. Думайте, решайте. У вас вот все эти драматические события, романтические события, они у вас вот в самую силу вступают летом. Ну, такая летняя лихорадка, жара, да. Конечно, раньше начнется, с весны, скорее всего. Ну, с одним мужчиной вы раньше начинаете общаться, с другим позже. Но вот пик вот этого треугольника, он у вас на лето приходится. А осенью, ну вот, я вижу, что вы птичку-то в руках держите, свою птичку. Кто из них будет вашей птичкой, не скажу. Но птичка у вас в руках. Так что, мои хорошие, вот такая вот ситуация. На этом у меня все. Берегите себя, будьте счастливы, выбирайте любовь. Выбирайте не только сердцем, но и головой. Ну и счастья вам, мои хорошие. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.